Azan.kz представляет. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами продолжаем цикл уроков по книге Акида ат-Тахавия имама ат-Тахави, урок номер 3. Коля мусоннифу, рахимахуллаху та'аля, нафа Аллаху бихи ва бикум, ва билю аляма милина фиддаройни амин. Лягу ма'на рубубияти ва ля марбуба, ва ма'на аль-халики ва ля махлюка. وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم له معنى الربوبية ولا مربوبة. Он был Господом, даже когда не было ничего, над чем он господствовал. ومعنى الخالق ولا مخلوق. И был Творцом, даже когда еще не было творений. وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. И он воскрешающий из мертвых, как после их воскрешения, так и до него он описан этим именем. Казалика истахака исмаль холики кобля иншаихим. Также точно он описан именем аль-холик, Творец, еще до сотворения всего сущего. Залика би аннаху аля кулли шаин кадирун, ва куллю шейин илейхи факирун, ва куллю амрин алейхи ясирун, ва ла яхтаджу иля шейин. Лейса камислихи шайун, وهو السميع البصير. Коран, сура Шуара, 11 аят. Залика би аннаху аля кулли шайин кадир. Это потому, что он всемогущ. Вакулю шейин илейхи факир. И все нуждается в нем. Вакулю амрин алейхи ясир. И все дела для Аллаха легки. Валя яхтаджу иля шейин. И он не нуждается ни в чем и ни в ком. Лейса камислихи шайун, ваху сами'уль басир. Нет ничего подобного ему, он слышащий, видящий. Всевышний Аллах существует так же, как и он существовал до сотворения мира. Ни один из его атрибутов не изменился, и ничего не добавилось к нему, не убавилось. Господь миров не может изменяться, он не изменяется. Нет ничего подобного ему, он слышащий, видящий. Этот аят с ясным смыслом имеет общий характер. Ученые говорят, что все аяты с неясным смыслом, внешне указывающие на подобие Творца творением, нужно понимать в контексте этого аята. Всевышний абсолютно ни в чем, ни полностью, ни частично творению не подобен. То есть, если мы прочитаем аяты с неясным смыслом, в которых говорится об атрибутах Аллаха, указывающих на подобие Творца творением, нужно возвращаться к этому аяту. Лейса камислихи шайун ва хуа сами'уль басир. Нет ничего подобного ему, он слышащий, знающий. Холякаль холька би'альмихи, ва каддара лахум акдаран, ва дараба лахум аджалян, ва лям яхфа алейхи шей'ун кабля ан яхлюкухум, ва алима ма хум амилуна кабля ан яхлюкухум. Холякаль холька би'альмихи. Он сотворил все сущее согласно своему знанию. Ва каддара лахум акдаран. И он предопределил судьбы всех своих творений. Ва дараба лахум аджалян. И он установил им сроки жизни. «Валям яхфа алейхи шей'ун кабля ан яхлякухум». И он знал о них все еще до того, как сотворил их, то есть ничего от него не скрылось, и ничего не могло от него скрыться. «Ва'алима ма хум амилюна кабля ан яхлякухум». И он знал все, что они сделают, как они поступят еще до того, как создал их. Здесь говорится об атрибуте Всевышнего Аллаха – знанием. Знание Аллаха – это его вечный, неизменный атрибут. Следовательно, Господь еще до сотворения мира знал абсолютно все про каждое творение до судного дня. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن وأمرهم بطاعته. Аллах приказал им, то есть творениям, повиноваться ему. «Ванахахум ан махсиятихи» и запретил ослушаться его. «Вакулля шейин яджри битагдирихи ва машиятихи». Все происходит по его предопределению, его воле. То есть все, что происходит в мире, случается в точности так, как Всевышний Аллах решил и пожелал в предвечности, еще до сотворения Вселенной. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал людей и джиннов только для того, чтобы они поклонялись мне». Аз-Зарият, 56 аят. Из этого аята мы понимаем, что смысл жизни людей – это поклонение Всевышнему. То есть совершение того, что он повелел, выполнение религиозных обязанностей и отказ от того, что он запретил, что вредит самому человеку. «Ва-машиятаху танфузу ля машията лилибади илля маша лягум». Его воля всегда свершается. «Валя машията ля ибади илля маша лягум». Рабы Аллаха не могут пожелать того, чего не желает для них Аллах. «Фама ша лягум кяна». И то, что он пожелает для своих творений, происходит. «Вама лям яша лям якун». И того, что не пожелает, не происходит.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. Яхди ма яша, он оставляет кого пожелает. Ваясаму, ваюафи фадлян, защищает, охраняет от вреда по своей милости. Ваюдиллю ма яша, он сбивает с пути, с истинного пути, кого пожелает. Ваяхдулю, ваябтали адлян, лишает помощи, то есть имеется лишает тауфика и подвергает испытаниям по своей справедливости. Вакуллюхум ятаколлябуна фи машиятихи, бейна фадлихи уадлихи. Все творения подвластны его воле, находясь между его милостью, фадлихи, и его справедливостью, адлихи. Всевышний Аллах, Создатель и Господин этого мира. Он создал все творения, которые находятся в этом мире. Он имеет полное право распоряжаться ими, как пожелает. Однако то, что Господь дает некому творению блага, это целиком и полностью на основе Его милости, а не из заслуг творения. Ваху мутаалин анид абдади валь андади, валя родда ли кадоихи, валя муаккиба ли хукмихи, валя голиба ли амрихи. Аманна бидалика куллихи, ва айканна анна куллян мин андихи. Ваху мутаалин анил абдади валь андади. Он превыше того, чтобы иметь противоположного себе или подобного себе. То есть нет ничего из того, что говорят в других течениях доброго Бога и злого Бога.